Число погибших в Башкортостане увеличилось с начала этого года. По данным статистики, которую предоставляет МЧС России по Республике Башкортостан, в регионе погибли 130 человек. Для сравнения, с начала прошлого года за тот же период жертв огня было 109 человек. Обсудим подробно прямо сейчас картину и причины происшествий вместе с гостем. Сегодня с нами Павел Сабитов, государственный инспектор Республики Башкортостан по пожарному надзору. Павел Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какую статистику вы видите и каковы основные причины происшествий? На сегодняшний день у нас в республике произошло уже больше 5500 пожаров. Вот как вы уже обозначили, в огне у нас погибло 130 людей. Ну и самое печальное — это 7 детей из них. Если у нас по пожарам небольшое снижение с аналогичным периодом прошлого года наблюдается, то по гибели у нас наблюдается рост. Ну и в то же время травмировано 118 человек. Причинами пожара у нас традиционно пока остаются: это неосторожное обращение с огнем, это основная часть пожаров происходит по этой причине, это нарушение правил эксплуатации электрооборудования и также отопительных печей. Если говорить по местам возникновения пожаров, это у нас в основном горение мусора, это у нас жилые дома, надворные постройки, ну и, конечно же, баня. По условиям, способствующим гибели людей на пожарах, это у нас остается состояние алкогольного опьянения, состояние сна. Если говорить о социальном положении погибших, это у нас в основном пенсионеры, безработные и инвалиды. Ну, то есть это у нас как раз группа, которая входит в группу рисков. Павел Юрьевич, но аномальная погода стояла, и лето пришло раньше, и весна пришла раньше, чем в предыдущие годы, да? Повлияла ли аномальная жара на статистику? Что вы видите? В свою очередь, это тоже, да, сказалось и на статистике. У нас буквально с апреля месяца очень возросло количество загораний сухой травянистой растительности, мусора. Вот в связи с чем с 17 апреля у нас вводился особый противопожарный режим в республике. Его буквально отменили 4 числа. Ну, здесь можно сказать, как в сутки происходило около 30-40 выездов подразделений пожарной охраны именно на ликвидацию горения сухой травы. Сейчас эта ситуация стабилизировалась, в связи с чем 4 числа особый противопожарный режим был снят. Эффективность есть? Да, но не нужно путать. У нас до сих пор остается особый противопожарный режим в лесах. А на территории, в общем, он снят. И, в принципе, да, результаты есть. У нас снижение пошло именно по загоранию сухой травянистой растительности, поэтому, в принципе, он снят. Но в то же время это не говорит о том, что сняли режим, то есть где хотите разводите костры, жарьте шашлыки. Нет, ни в коем случае. У нас требования пожарной безопасности, которые у нас прописаны в правилах противопожарного режима Российской Федерации, они у нас остаются, их надо соблюдать. Здесь, наверное, напомню еще раз, нашим жителям республики, что, да, понятно, что сейчас сезоны отпусков начались, детишки у нас на каникулах, на дачах находятся. Конечно, хочется себя побаловать шашлыками, но в то же время нужно помнить, что если вы готовите в жаровнях, в мангалах и так далее, что они должны располагаться не менее 5 метров от строений, от зданий, сооружений. Радиус вокруг мангала должно быть очищено от горючих мусора, отходов. Ну и, естественно, если вы разжигаете розжигом, да, то есть надо подождать минуты 3-5, когда он впитается, только после этого поджигать. Потому что иначе может взрывоопасная смесь образоваться, и у нас случаи ожогов есть. Буквально на прошлой неделе последний случай был. Тоже мужчина разжигал, тоже думал, что я 100 раз это делал, со мной это не может произойти. В итоге ожоговое отделение города Стерлитамак. Павел Юрьевич, вы конкретно сейчас рассказали по розжигу, то, что должна соблюдаться дистанция 5 метров от построек, да? Какие еще советы? Люди все-таки вникают в эту информацию, когда им дотошно, точно вы говорите. Еще, пожалуйста, какие-то меры безопасности озвучьте. Если говорить в общем, что в квартире, что в жилье, естественно, нужно у нас, как я уже обозначил, это основные причины. Из них же, в принципе, исходят наши требования основные, какие нужно соблюдать. Это, естественно, электропроводка. Это, естественно, нужно следить за электропроводкой. Естественно, никто не специалист в этом деле, это очень мало людей, которые в этом сами могут, поэтому лучше специалистов попросить, чтобы проверили
провода, кабели, ну, в принципе, счетчики. Вторая причина — это неосторожное обращение, но это понятно, да, это, то есть не курить, не засыпать тем более, не в состоянии алкогольного опьянения, то, что приводит нас к пожарам. Ни в коем случае не доверяйте спички и так далее детям. Вот, ну, конечно же, что в жилом доме, что на даче, нужно иметь либо огнетушитель, либо бочку с водой. То есть в случае, если все-таки сейчас погода сухая, жаркая, устоявшаяся, то есть где же самое разжигание шашлыков, небольшой ветерок, и в принципе даже на соседний участок может улететь уголек, и результат у нас пожар. Может случиться беда. Да, ну, естественно же, я, наверное, никогда не устану напоминать об этом, что всегда можно профилактировать, все время можно быть уверен, что ничего не случится, но все-таки у нас уже, как показала практика, это автономные дымовые пожарные извещатели. Если все-таки это произошло, тем более ночью, если вы установите АДПИ, в принципе, как у нас показывает статистика, у нас уже с 2016 года, как эта программа работает, уже спасено более 550 человек. И, в принципе, эта цифра растет. И самое главное, что из них более 220 детей. Мы, в принципе, спасены за счет того, что были установлены АДПИ. Ну и хотелось бы отметить, что эти данные только основываются на том, что реально произошел пожар, за счет извещателя эвакуировались люди, спасены. Но также есть небольшие очаги возгорания, которые, в принципе, тоже АДПИ срабатывали, но если пожарная охрана не вызывалась, мы не выезжали. То есть на это, естественно, статистика может быть намного больше спасенных жизней. Вы уже отметили, что действует особый противопожарный режим. О чем должны знать жители республики? Что они должны понимать? Особый режим у нас действует в лесах. Но тем не менее. Да, но тем не менее это ограничение. Естественно, это ограничение посещения лесов, проезд на автомобильной технике. Ну, вы сами прекрасно понимаете, что такая суша стоит сейчас, что элементарно даже автомобиль будет проезжать, можно его поставить просто даже не в лесу, а рядом с лесом. Трава сухая, от того же даже оглушителя может произойти возгорание. Но, естественно, нужно ограничить посещение лесов и самим ходить. Но если все-таки вы посещаете лес, то, ну, конечно, не разводить костер ни в коем случае, это запрещено категорически. Ну, в принципе, вот основные санкции условия. Какие? Это у нас уже лесной надзор. Напомните, пожалуйста, Павел Юрьевич. Я, честно говоря, сейчас штрафы не помню именно, которые в лесах. Денежное там взыскание. Да. Угу. То есть этим занимается лесной надзор. Угу. Резонансные пожары, которые произошли, можете озвучить последние, чтобы люди понимали, что беда приходила? Вот, последний пожар буквально это было в субботу в СНТ в Уфимском районе. Причина еще пока устанавливается, но, ну, скорее всего, из-за неосторожного обращения, либо из-за электротехнической причины произошло загорание дома. В итоге у собственника выгорело 4 строения. Это баня, все надворные постройки и, соответственно, дом. То есть, ну, практически остались без всего. И только вот умелым действием пожарным, что вовремя приехали, вовремя потушили, не дали распространению. А так, в принципе, ну, могло это разрастись до уже более крупных масштабов. Вообще, можете ли вы озвучить, вот, что должны делать в садовых товариществах, рекомендации, да, как соблюдать меры противопожарной безопасности, какую ответственность несут вот, руководители СНТ? Ну, в СНТ, это как в любом, в принципе, жилом секторе, это необходимо содержать проезды, подъезды для пожарной техники, не перекрывать. Очень много жалоб приходит, потому что люди начинают самостоятельно захватывать землю, переносить заборы. Вот. Ну, естественно, это реагирование, это в первую очередь, чтобы пожарная техника проехала, то есть должны быть пожарные проезды, подъезды. Второе, это, соответственно, конечно же, наружное противопожарное водоснабжение должно быть организовано в СНТ либо от естественных водоисточников, либо пожарные водоемы. Также в каждом СНТ практически должны быть мотопомпы свои на случай возникновения пожара, чтобы своими средствами, ну, так сказать, на начальной стадии потушить пожары. Вот. И, в принципе, ну и застройка. С 1 января 2007 года с нас полномочия сняли о рассмотрении проектов в связи с внесением изменений в градостроительный кодекс. Поэтому, в принципе, сейчас это все возлагается на плечи садоводов. Ну, вы сами понимаете, что начинают застраивать. Сначала дом построил, потом вплотную баню, не соблюдая противопожарных расстояний до соседних участков.
Вот. Ну, в принципе, вот они основные требования. Павел Юрьевич, ну и в том числе вас смотрят дети, пожалуйста, и к детям тоже обращение от вас. Ну, детям что хочу пожелать? Во-первых, наверное, в первую очередь я хочу родителям пожелать, что, конечно же, малолетних детей ни в коем случае нельзя оставлять одних дома. Если же это произошло, ну, конечно же, нужно всегда с детьми разговаривать. То есть, кроме как родителей, в первую очередь, наверное, только их слушают. Конечно же, сказать, что спички не игрушка, чтобы газовую колонку не смогли открыть. Вот. Ну а детишкам что пожелать? Что, конечно, нельзя баловаться огнем. Огонь, спички — это не игрушка. Но если все-таки пожар произошел, ни в коем случае, как у нас обычно дети испугаются, сразу начинают либо под кровать, либо в шкаф прятаться. Это делать нельзя. Это нужно эвакуироваться. И 112. Да, и 112, да. Номер телефона, номер телефона, сотового телефона. Ну, городских, наверное, мало сейчас у кого осталось. Наверное, 112, либо с городского телефона 01. Спасибо большое, Павел Юрьевич. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был Павел Сабитов, государственный инспектор Башкортостана по пожарному надзору. И мы говорили о том, что количество погибших в пожарах выросло с начала этого года. Огонь унес жизни 130 человек, поэтому обязательно нужно соблюдать меры пожарной безопасности. Берегите себя, своих близких, не переключайтесь, смотрите БСТ.